О ходе Евразийского экономического форума в Бишкеке и снятии барьеров для торговли внутри Союза мы поговорим с директором Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Вагном Казаряном. Здравствуйте, Вагн Рудольфович, добро пожаловать в Кыргызстан. Расскажите, пожалуйста, каких результатов удалось добиться в ходе переговоров и в ходе пленарных заседаний на полях Евразийского экономического форума? Добрый день. Хороший вопрос в плане того, что он является ключевым, и он делится на две части. Невозможно исключить внутренние барьеры в торговле, если внешний периметр раскрытый. То есть, если на внешнем периметре стран Союза не применяют идентичные меры, не регулируют внешнюю торговлю идентично, в этом случае, когда возникают критические ситуации, вот как сейчас, возможность рисков продбезопасности, нехватка определенных товарных групп и так далее. В этом случае страны начинают использовать определенные инструментарии, которые существуют в договоре о Евразийском Союзе по защите национальных интересов, и закрываются внутри для того, чтобы обеспечить внутреннюю потребность страновую. Но в первую очередь это происходит, на мой взгляд, не из-за того, что является нехватка определенных товарных групп внутри страны, а из-за того, что из территории третьих стран Союза эти товары вытекают и не контролируются ровно так, как хотел бы обладатель этого товара контролировать. Для того, чтобы уйти от образных слов к конкретике, зерновые производителями основными являются Беларусь, Российская Федерация, частично Казахстан, Республика Армения и Киргизия. Они не являются самодостаточными по зерновым. Российская Федерация ограничила вывоз зерновых за пределы. Но Республика Армения данной защиты не обеспечила. Тогда при соблюдении свободы перемещения товаров внутри Союза эти зерновые могут через Армению выйти в третьи страны бесконтрольно. Пока стороны не договорятся и не введут общие меры на внешний контур, риски возникновения внутренних барьеров будут увеличиваться. Я так полагаю, это касается не только продовольственных товаров, но и, например, ГСМ. По горюче-смазочным материалам нет, потому что у нас по горюче-смазочным материалам, если я не ошибаюсь, есть свобода перемещения, они подакцизные товары, они регулируются, и они пока барьеров в этом направлении ни одна из сторон, во всяком случае, не озвучивала, формально не упоминала, что будет ограничивать внутри Союза торговлю горюче-смазочными материалами. Если возвращаться к товарам агропромышленного сектора, да, для Кыргызстана и Казахстана до сих пор остается актуальным вопрос пересечения кыргызско-казахстанской границы товаров сельхозназначения, то есть, вернее, даже продукции агропромышленного сектора, потому что периодически у нас возникают проблемы с вывозом фруктов, овощей внутрь таможенного союза через границу Казахстана. Как этот момент можно урегулировать в будущем или уже сегодня прийти к какого-либо рода соглашения? Сегодня на эту тему очень много было разговоров, на самом деле, потому что это существенная тема. Сейчас у нас впереди сезон аграрный, и, естественно, если подобные практики будут продолжаться, это приведет к определенным рискам для производителей, для сельчан и так далее. Данные вопросы, это есть не очень хорошо, что возникают такие проблемы. Это тезис номер один. Тезис номер два. Существует инструментарий, в соответствии с которым можно эти проблемы решить. Вот буквально сейчас на днях были двухсторонние переговоры киргиз-казахстанские для того, чтобы данных проблем не возникало или как-то избежать данных проблем. То есть Союз — это молодой организм, он развивается. И я более чем уверен, что мы эти проблемы, которые сегодня решив, мы придем завтра к другим тоже задачам, которые возникнут и нужно будет решать. Да, они существуют, они периодически возникают, и для этого существует Евразийская комиссия, для этого существует формальный инструментарий подачи заявлений по выявлению определенных барьеров, рисков и так далее. То есть нужно пользоваться всем инструментарием, не исключая двухсторонние тоже переговоры.
Если говорить о вопросах внешних границ Союза Евразийского экономического, то тоже периодически в той или иной стране возникает вопрос контрабанды товаров извне Евразийского экономического союза. И этот момент как можно урегулировать вот в условиях сегодняшнего дня и насколько есть возможность контролировать силами всех стран, всей пятерки Евразийского экономического союза? Вы такой термин употребили, контрабанда, да, он уже определенный термин, и за это существуют определенные действия правоохранительных органов. Контрабанда, она очень сильно бьет по бюджету всего Союза. Как вы знаете, по таможенным пошлинам. Это единый, то есть у нас общий бюджет, и если где-то что-то протекает, то это означает, что эти деньги не поступают в бюджеты всей пятерки. Ну, это страновой ресурс обеспечить внешний контур в этом плане. Если вы хотели и имели в виду некоторые изъятия и ограничения, которые существуют на внешнем контуре, то они урегулированы по условному выпуску данных товаров на эту территорию для того, чтобы впоследствии не было возможности предоставлено по перемещению по всему Союзу. Казахстанские изъятия в рамках ВТО, допустим, да, если они приходят в Казахстан по ставке ниже, они выпускаются, считаются условно выпущенными, и они не могут дальше пересекать территорию Союза. Сегодня все чаще говорят о том, что надо обратить больше внимания на промышленный сектор каждой из стран Союза, но при этом внутри Союза мы же можем делиться технологиями, обмениваться опытом. И сегодня есть ли барьеры? Если есть, то как можно их преодолеть для перемещения вот этих товаров технологического характера, да, если можно их так назвать? В первую очередь нужно эти товары технологического назначения, их создавать. И создавать нужно всем союзам, чтобы это были союзные товары. А для того, чтобы они были конкурентные и создавались внутри союза, кроме всего прочего, что должно внутри союза обеспечиваться, у нас внешний, опять же, контур должен быть защищен. То есть должны быть определенные защитительные пошлины по тем товарным группам, которые у нас производятся, чтобы они были конкурентные, наши товары. А по тем технологиям, которые нам необходимы, по ним должны быть снижены эти пошлины для того, чтобы впоследствии данное производство развивалось также на территории Союза. То есть мое видение, что субсидирование, оказание содействия и так далее, эти инструменты находятся в национальной компетенции, а внешний контур нужно очень ювелирно регулировать для того, чтобы создавать положительные стимулы для развития и плюс защищать своих производителей. Для этого есть инструментарий, таможенная пошлина, которой мы и все стороны очень активно пользуются. А касается ли регулирования таких товаров, например, вот сейчас много говорят о зеленой экономике и развитии, например, возобновляемых источников энергии, технологий в сфере возобновляемых источников энергии, и есть это довольно большая группа товаров, которые внутри Союза, к сожалению, сегодня не производятся. Там есть определенные внешние соглашения, страновые, которые имеют и Киргизия, и Российская Федерация, и остальные стороны, где есть определенные обязательства не применять ограничений, барьеров, то есть пошлин по отношению, допустим, к определенным группам товаров, которые нацелены на определенный сегмент экономики. Это в рамках, допустим, до сегодняшнего дня никто эти рамки не нарушал, то есть все обязательства, которые приняты странами и приняты в рамках международной торговли, пока соблюдаются четко. И в этом плане в перспективе развивается правовая часть по этой и зеленой экономике, и возобновляемой, то есть это все не очень новое, но оно требующее развития. И вот в этой части недавно были временно обнулены таможенные пошлины по отношению к автомобилям с электродвигателями, с определенным объемом для импорта. Вот как раз один из этих примеров. В Союзе есть зародыши развития промышленного производства электромобилей. Для того, чтобы эти зародыши, они развивались и в ближайшее время имели свое производство, мы это дело сделали на временной основе с определенным количеством квот для каждой из сторон.
чтобы мы не перегрузили рынок и не задушили бы впоследствии своими действиями производство, которое налаживается на территории Союза. Возвращаясь к сфере агропромышленного сектора, сегодня очень актуально, особенно вот пандемия показала, да, что вопрос продовольственной безопасности как каждой из стран по отдельности, так и всего Союза в целом, он очень актуальный и даже до сегодняшнего дня в повестке стоит на довольно высоком уровне. И вы сказали, что в начале нашего разговора отметили, что для того, чтобы эту продовольственную безопасность обеспечить, необходимо защитить внешние контуры. А какие меры предпринимаются для того, чтобы каждая из стран таможенного союза... Да. А какие меры применяются сегодня для того, чтобы каждая из стран Евразийского экономического союза могла обеспечить вот эту самую продовольственную безопасность как для себя, так и в случае чего помочь соседям? Еще в августе прошлого года здесь, в Киргизии, было принято поручение межправительственного Евразийского межправсовета, которое настаивало, чтобы стороны по определенным группам товаров, которые являются чувствительными для всех, вела согласованную политику по контролю экспорта. И в это поручение, в этот порученческий пункт вошли ровно те группы товаров, по которым есть риск в странах. И исходя из того, что экспортное регулирование имеет специфику у каждой страны и не является регулированием на уровне Союза, было предложено, чтобы они были идентичные. Идентичные как? Если у вас есть ресурс применять заградительные экспортные пошлины, применяйте заградительные. Если нет, ставьте квоту 0. Если у вас есть исторический импорт, есть какие-то бизнес-отношения с партнером, и вы не должны их разрушить, поставьте вот этот объем. То есть ведите синхронно, чтобы обеспечить сохранность внутреннего рынка и не давать перетокам через территории. Вот этот порученческий пункт, мы сейчас над этим работаем для того, чтобы его полностью в полном объеме исполнить. И вот будет как продукт работы комиссии. Вот по лесу недавно принималась Евразийской комиссией решение по заграждению на внешнем контуре. Ну, думаем, что сможем преодолеть и этот барьер и принять соответствующие меры. Ну и, наверное, последний вопрос по поводу вот синхронности принимаемых мер. На ваш взгляд, не мешает ли то, что разный уровень экономического развития стран Союза для вот как раз того, чтобы прийти к этой синхронности, и именно это иногда вызывает некие барьеры даже для перемещения товаров внутри ЕАЭС? Абсолютно не вижу в этом рисков, потому что временные меры каждой страны применяют они так и называются, временные, они не могут превышать определенного срока действия. И отсутствие именно этой синхронности, одна страна применяла защитительную меру, через 3 месяца вторая. У нас есть случаи, когда все 5 стран применяли меру по одному и тому же товару, но в разное время. И это все пересекалось. Можно было это сделать на уровне Союза и показать, что действительно мы являемся интеграционной единицей не только в случаях, когда у нас все хорошо, а мы обеспечиваем и внутреннюю безопасность, продовольственную, экономическую, рука об руку, и на внешнем контуре тоже действуем сообща. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Я напоминаю нашим зрителям, что мы говорили о результатах Евразийского экономического форума в сфере таможенного регулирования с директором департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагном Казаряном.